Во все времена книга всегда была и остается источником знаний, лучшим другом, но в последние годы чтение уступило соцсетям и ТВ. Как вновь пробудить интерес к увлекательному миру книг у юного и взрослого поколения? Эту тему и поднимает межрегиональный научно-практический семинар по продвижению чтения в России в стенах Нацбиблиотеки. Эти семинары проводятся ежегодно, где-то 3, 4, 5 субъектов Российской Федерации охватывают. Они очень полезны для того, чтобы, меня как всегда спрашивают, что дает? Вот встретились, поговорили между собой, специалисты разбежались? Нет. Значит, это дает возможность власти, привлечь внимание власти к этой проблеме. Стоит отметить, что проблему продвижения чтения решают в рамках национальной программы по поддержке чтения, принятой еще в 2006 году. Опираясь на нее, представители Межрегионального центра библиотечного сотрудничества и Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и помогут определить шаги по популяризации чтения в регионе. Гостей за приезд поблагодарили вице-спикер парламента Ингушетии Руслан Паров и зампред правительства региона Марьям Амриева. От всей души принимаем тот дух и ту цель, которую вы сегодня заложили в данном мероприятии, и чтобы этот был импульс в дальнейшем нам всем, оно очень приветствуется. В правительстве Республики Ингушетия вопросы сохранения культуры являются одними из приоритетных задач, и не только в языке, но и в сохранении нашей материальной культуры. Одна из основных задач встречи – выявить причину отсутствия интереса к чтению подрастающего поколения, и начинается она не только в семье. Большую роль тут играет система образования. Как отмечают гости, по статистике, наши школьники с 1 по 4 классы занимают лидирующие места в мире по чтению литературы, но эти показатели падают ближе к старшим классам. Важно увеличить учебные часы по литературе в 10 и 11 классах, пополнять фонды библиотек произведениями не только зарубежных и русских классиков, но и современных писателей. По словам Людмилы Трубиной, утверждать, что молодое поколение не любит книги, нельзя. Но сейчас бумажный формат уступает электронному. Книголюбам легче найти любимых писателей в сети или прослушать аудиокнигу. Важно активно работать в таком направлении. Электронные источники сейчас очень популярны у молодежи. Они дают возможности собственного творчества и дают возможность выразить отношение к существующей литературе. То есть мы просто должны понять, что чтение гораздо более разнообразно сейчас, чем прежде. И вот как работать в этих новых условиях, собственно, мы об этом и будем говорить. Продвигать чтение нужно с учетом возраста, национальных традиций и литературного вкуса читателей. И этого неофициального литературного девиза стараются придерживаться слушатели семинара, в основном сотрудники библиотек. Для привлечения читателей в храмы знаний важна и работа самих библиотекарей, уверена Марет Плиева. Нацбиблиотека проводит множество акций литературных вечеров со школьниками, студентами, с детьми с целью побудить их к чтению. Более того, дает дорогу и начинающим писателям и поэтам. Библиотека поэзии, есть такой у нас проект. Этот проект рассчитан на то, чтобы развить творческое начало в людях, и издается у нас в библиотеке первый сборник, стихов, допустим, начинающих авторов, который дает ему продвинуться в дальнейшем в литературном мире. Еще один способ обратить внимание на вымирание книгоманов – открытие модельных библиотек. К примеру, в регионе их открыто уже 2. Красивый дизайн, комфорт и доступ к новейшим информационным технологиям привлекают большее количество читателей, отметили гости встречи. К слову, их визит в наш регион не первый. В прошлом году представители Российского комитета провели в регионе ряд мероприятий по продвижению ингушского языка при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Мероприятия прошли очень на высоком уровне, и они заинтересовали не только, это было проведено в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе и вашей республики, а не только Российскую Федерацию, но и ЮНЕСКО. ЮНЕСКО выделила грант на перевод на английский язык проблем сохранения коренных языков народов России. И сказали председатель Межправительственного совета Дороти Гордон, который возглавляет ЮНЕСКО Межправительственный совет, она сказала, это Библия для всех стран, пример для того, чтобы они понимали, как нужно поддерживать языки коренных народов России. В рамках проведенных мероприятий Российский комитет выпустил сборник на английском языке, где также обозначились задачи и проблемы по сохранению ингушского языка. Ну а по итогам встречи будет выпущен документ, где будут обозначены цели и задачи по поддержке и популяризации чтения в республике. Дана Плиева, Умар Газиев, Новости 24.